Научная конференция «Информационные технологии в науке, технике и образовании» традиционно проходит в Пицунде. Форум по праву получил в научных кругах название «Кубаревская». Области научных интересов организатора и инициатора конференции Юрия Кубарева и все его научные титулы не перечесть. Вот этот юбилейный, я бы сказал, для всего мира. Первый полет человека в космос. Юрия Алексеевича Гагарина. Здесь у нас на конференции присутствуют те, кто воспитывает космонавтов, будущих космонавтов, делает отбор. В юбилейном мероприятии приняли участие более 80 инженеров-конструкторов, видных ученых. В рамках конференции была проведена работа по секциям. Сегодня с двухчасовым докладом выступил видный ученый Геннадий Козлов. Он рассказал о проблемах и перспективах системы науки и образования. В течение 12 лет ученые приезжают на конференцию в Абхазию для решения 3 важнейших проблем. Оказать помощь ученым Абхазии, собрать большое количество ученых разных профилей для обмена знаниями в разных областях и укрепить здоровье ученых-участников конференции. Кубаревская конференция в первую очередь направлена на восстановление и развитие научного потенциала нашей страны. Научный потенциал вашей страны, в культуре он признан. И очень хорошо, что вы в культуре, в медицине, в науке всегда были в первых рядах. Что касается технических наук, то у вас был громаднейший научный центр, физико-технический институт, который свою роль в силу исторических обстоятельств, связанных с Россией и в какой-то мере, сумел все-таки многое сохранить. Главная цель подобных конференций – обмен опытом. Опыт, который так необходим нашим студентам. Знания и новые научные контакты, которые могут предопределить их дальнейшую судьбу. Наши студенты, присутствуя на такого рода конференциях, приобретают знания, которые мы не можем в силу объективных причин дать в Абхазском университете, скажем, в других научных учреждениях нашей республики, потому что тематика касается современной, как пилотируемые полеты в космос, изучение ракетных двигателей. Всем известно, что у нас нет соответствующей базы в Абхазском университете, поэтому ученые, представители различных городов, регионов России приглашают нашу молодежь, наших ученых, соответствующих свои лаборатории для изучения соответствующих направлений в научной деятельности в космонавтике. Конференция продлится до 2 недель. В ходе пленарных заседаний секционной работы участники форума обсудят широкий круг научно-теоретических и практических вопросов создания, эксплуатации ракетно-космических двигателей, авиационно-космических технологий и приборостроения, космического мониторинга окружающей среды и экологии. Один из дней работы обозначен как День науки Абхазии. Он пройдет в стенах главного вуза страны, ВАГУ, соучредителя конференции. Выступят не только именитые ученые, члены Академии наук Абхазии, но и поколения помладше. Сима Аргун, Саида Гухава, Абхазское телевидение.